Москву по приглашению Верховного Совета СССР с официальным визитом прибыла делегация Национального Совета Республики Афганистан. В аэропорту Шереметьево афганских парламентариев встречал председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Август Воз, другие официальные лица. Среди встречавших был посол Республики Афганистан в СССР Гулябзой. Делегацию Национального Совета Афганистана возглавляет председатель Народной палаты Национального Совета Афганской Республики Халиль Ахмад Абави. В первый же день пребывания в советской столице гости из Афганистана возложили венок к мавзолею Владимира Ильича Ленина, основателя советского государства, большого друга афганского народа. «70 лет назад возглавляемое Лениным советское правительство первым признало независимое и суверенное афганское государство. Советско-афганский договор о дружбе и сотрудничестве заложил основы добрососедских отношений, которые с той поры связывают нашу страну с Афганистаном. Венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Дань памяти советским воинам, отдавшим жизни за победу в Великой Отечественной войне с гитлеровской Германией. Самолет взял курс на Душанбе, столицу Таджикской Советской Социалистической Республики. Афганскую делегацию сопровождает депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Академии наук Таджикской ССР Мухаммед Асимов. В аэропорту Душанбе гостей встретили руководители Таджикской Республики, представители государственных, партийных и общественных организаций города. В недавнем прошлом, каких-нибудь 6-7 десятилетий назад, на месте сегодняшней столицы республики стояло несколько домов с деревянными полами и 4 десятка кибиток. Сегодня в Душанбе, самой молодой из всех 15 столиц союзных республик, проживает более полумиллиона жителей. Это крупный административный, промышленный и культурный центр. Подробную информацию о городе и о республике афганские гости получили в беседе с председателем Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Гаипназаром Палаевым. Палаев рассказал, чем живет сегодня Таджикистан, как идет здесь перестройка, с какими трудностями приходится сталкиваться. Халиль Абави информировал о положении дел в Афганистане, о деятельности Национального совета, о проблемах, с которыми приходится встречаться ежедневно, ежечасно. Стороны подтвердили решимость продолжать усилия, направленные на прекращение войны в Афганистане, на создание условий для мирного политического решения афганской проблемы. Программа визита в Таджикскую республику была насыщенной и разнообразной. В один из дней гости пришли в мечеть Мавлано Якуби Чархи. Специалисты Института Востоковедения Академии наук Таджикской ССР показали бесценные сокровища фонда восточных рукописей. Собрание книг Рудаки, Фердауси, Ибн Сины, Саади.
производственном объединении художественных промыслов «Гулдаст» гости наблюдали, как работают мастерицы ручной и машинной вышивок. С большим мастерством здесь вышивают женские платья, поясные платки, настенные занавеси сюзене, покрывала, руйджо, дастарханы, скатерти. Изделия этого предприятия постоянно экспонируются на союзных и международных выставках. И, конечно, на выставке достижений народного хозяйства республики. Сейчас в республике действует более 400 крупных промышленных предприятий, представляющих почти 100 отраслей. Промышленность республики выпускает холодильники и электроаппаратуру, запасные части к сельскохозяйственным машинам и различные агрегаты, трансформаторы, электрический кабель и многое другое. Сотни экспонатов этой выставки свидетельствуют о высокой развитости многих отраслей народного хозяйства. Таджикистан богат полезными ископаемыми, а по запасам гидроресурсов занимает второе место в стране. Афганские гости побывали на реке Вахш, в том ее месте, где сооружена Нурекская гидроэлектростанция. Это уникальное сооружение дает сегодня самую дешевую в стране электроэнергию.